нельзя так. Ну, я с ней еще не договорилась. Вообще классно. Вообще классно. А вы, кстати, вот тот, да? Ага. Вот и пальто. Сегодняшний день. Вот ничего менять не надо. Ой. Нет, это я праздничные. Так. С конского волоса. Ну, как вы слышали, наверное, в народе всегда культ коня. Да. Потому что мы считаем, как предками, это прародитель наш. Божество коня – это наш прародитель. Ну, в принципе, в жизни, в быту применялось все от коня. Лошадь нас кормила, кумыс наш славится, мясо жеребятина наша славится, также все бытовые все эти Это конские упряжи. работы тоже, и потому особое внимание коню. Опять-таки все исходит продукция от своего конского волоса. Плетут, допустим, вот поводья такие же из конского волоса, представляете? И это всегда? Да, Да, это всегда. Это всегда. Это исконно народное творчество. Это наша традиция. Это традиционное. Вот сыновка Это тоже прям вот полностью. Сыновка, насчет сыновки могу рассказать. Вот в быту применялись, значит, два вида. Циновок, коврики, как их называли. Бытовали оно... Нет, это на ней сидят. Да, Массажная. да, как коврик. Она вот специально, вот она такая колючая, и она такая у всех. Также невеста якутская обязательно... Ага. Невестка якутская обязательно должна иметь шимшери, вот такой вот коврик. Это коврик, это спальня уже, он мягкий. Это из конского меха. Меха. Вытесанный. Мех это Тут расчесывают, вычесывается копят годами. Да, да, да. И- табунами. Да. Вычесывается. наверное, у молодых. Ага. Да, вычесывается полностью, вся деревня почти что вычесывает, все это собирается по расцветке, это естественный окрас. Коня, все это собирается и на невесту готовится именно вот такой вот. Обязательно он должен быть. Вот посмотрите, вот эта вот детская шубейка маленькая, она из чего, вы можете догадаться, из чего она сшита? Из перышка. Нет, это ушки зайца. Ушки зайца. Ушки зайца. Ковах У него кутруга. же здоровье. Ковах Ну, кутруга. это не ушки. У него же большие уши. Ну, это кончики берутся. Да, вот Да, смотрите, вон кончики. В старину вот такие Ага. шубки шили. Как Сейчас никто это сама не шьет. Вот щас почему не одна бабушка, вот она, это мы от нее купили, вот ей было уже 80 лет. Видите? Да. Вот Сейчас тут у уже нас побольше вот это ушки, видите. Уже. Традиция уже это отмирает, да. Ага. А почему Потому она что отмирает? зайца нету. Ну, Как никто этим нету, уже не говорят, занимается. есть заяц. Ну, тут нужно Нет, зайца сотнями. мало. Нет, его не стреляют, его поэтому мало. Его Если нету бы его пока. отстреливали, то было бы его много. Вот я не знаю, как хранить сейчас это. Надо как-то это самое, какой-то это. Но уже только не вот заворачивать. видите. А? Не заворачивайте его. Да? Да. А в Она целлофан как... положить? Не, она Нет, сопреет да. вся. Все сопреет тоже уже. погибнет. Да, да, в порошок превратится. Тогда вот так что ли? И вообще это должно быть на воздухе. И зимой на морозе. Температура должна быть. Ни в коем случае. У вас очень тепло в помещении. Холодильник, Ни который... в коем случае. Холодильник какие-то. На Можно балконе. на купить? Да, Такой для купить. меня специально. А, и туда поставить, да? Из конского волоса даже вот это вот потник, это под седло ложится, тоже плетут. Все вручную делается. Из конского волоса. Вот олимпийская одежда. Тут у нас этот костюм ливенский. Что вот прямо... Тут фарточек, всякие вот эти вот. И вот и форма такая, это все. Да, форма такая, Все такое все было. Все традиционное. это традиционные. Да. Это все Штанишки. с музейных Да, экспонатов, штанишки обязательно. реставрация. Это на шею надевается, да? Сзади нет ничего, только передничек. Это передничек, он так и называется, фартук. Это Ну это олимпийский вот костюм. сегодня одел и пошел. да. Это и самый модный. Самый модный.
Вячеслав Зайцев у нас это, когда мы были это, на выставке национальный костюм, он все время хотел купить это. Типа, продайте мне, продайте. Ну, они бесценные, конечно. А наши это не знали, юкагирский. сколько стоит. Представляете, да? Да, это бесценно. А это вообще уникальное самое. Это юкагирский костюм. Это юкагирское. Он тоже похож, видите, на олимпийский. Тоже там фарточек, все. Но вот Это дублен. это уникально все. Это из шкуры оленя. И надо было обработать так, чтобы и мех сохранился, и была такая мягкость. Используется целиком вся шкура. У них крой такой вот придуманный, что... Да. Видите? Ага. Это чисто исконно тоже из древности. А шапка-то из пыжика. Шапка из пыжика, и она с тептиком внутри еще. Вот Это двойная, Тут это двойная. Ага. Двойная. А это как капюшон откидывается, когда жарко. Это же оленеводы. Они же бегают за оленями в этой одежде. И Вот. вот так одевают. Холодно стало, сели на нарты, оделись и Все поехали. уникальное, да? Ага. А это у нас костюм 17 века якутской невесты. 17 века. Видите, он немножко похож, да? А это какое время? А это эвенкийский, это якутский. Это венкийский традиционный венкийский А вот костюм. скажите, в 17 веке где они брали вот этот бисер? Да, вот в 17 веке бисер, это он и приходил у нас с Китая. Китай, Индия. Китай, Индия. Вот, якутская невеста обязательно должна быть с такими шортиками, в таких шортиках, тут ноговицы привязываются сюда. И тут у нее еще пояс, еще подлиннее должен быть, он глубинчик. Потому что якутская невеста должна демонстрировать свою невинность. И она, когда переступает порог жениха, ударяется эти колокольчики от порога, чтобы звенела она вся. Вот так. Ага. И вот у нас оказывается тоже типа Маска. да, а это покрывало для лица. Это покрывало для лица у нас. Чтобы его закрывать, или Да. чтобы не обгорало на солнце? Нет, она, оказывается, закрывалась от своего. 7 лет она не должна была показывать своему лицу. Уже будучи замужем. Да. Она замуж вот выходила, она в этой маске шла в дом своего мужа. Потрясающе. Так. Ну вот это наша кумысная утварь. Мы же славимся изготовлением Кумысная кумыса, утварь. да. И вот наши, значит, эти уже, ну, уже наши народные мастера делают кумысные утвари. Ага. А это вот ритуальная, Да. как бы арка. Она тоже в народе Через него севера. надо пройти. Эвенкийская. Она ритуальная, в том смысле, вот сейчас вот ее используют на праздники, идут, как бы освещаются, проходят через нее. А Давай вот так бытовала поставим, раньше, пройдем через нее. да, а раньше в народе она существовала для того, чтобы оно как бы считалось божеством Бога. Ой, божеством охоты. И охотник все свое снаряжение на себя, все одевает, и ружье, и все, и Алло? должен пролезть в себя, только тогда ее будет. Да-да. Ага. Вот как. А тут Ага. у нас кумысная Ага, утварь. спасибо. Ага. Вот. Кумысы приготовлялись из таких вот посудов. Откуда? И тут да. Тут специально вот такая вот воронка, она вон там тоже лежит. Ага. И это мутовка. Время от времени ее вот так вот перемешивает, и она вот так вот она Пока нет, давайте сюда позвоните. закисает. Хорошо? Потом ее на У нас узле гости прыгают. день народного мастера проходит. И уже переливают в такую большую посуду. Ага, спасибо. И такими большими да-да-да. ковшами у дяхамеях они наливают вот в такие большие сосуды чарон. А эти чароны, они были одноногие, именно для ритуала кумысопития, Да-да. для исеха. Для чего? Это Да, да, конечно. рог у обязательно. кавказцев. Взял на руки, значит, ты выпил до конца. и не поставил, ты передал. И вот так она по кругу там передается, пока она вся. У меня за закреплением Потому что она отвечает Дора устойкая, Николаевна. если ее Адамова. кумыса поставить, она же может Ага. сломаться. Вот почему она Дора Николаевна Адамова. А вот Вы какая мне вот 2 часа позвоните. мне вот А, это Да. крупнорогатый скот? Все А я применяется. вот так, у меня вот такие модели, они черные сделаны. Вот такие клеточки, называются шахматы, без кролика. Ну, у нас
конечно, тут очень трудоемко, все это вручную пришивается, жильными нитками пришивается. А почему? А что машинкой не Вот, пользуются? так она машинки это откуда, если даже сейчас вот есть машинки, но на них это не прошьешь. Вручную Сильно- какие вручную нитки это должны нужно. быть? А какие нитки должны быть? Они же Жильные вот нитки, вот это жильные. Ай, Народные жильные. Из жилы делают, сами приготовляют. Жилу сушат, Да. жилу сушат, потом из нее нитки А сами нитки изготовляют. делают. Ага. Вот, ну вот это фрагмент нашей Урасы, это жилище якутов летнее. Летняя ураса. Ага. И вы представляете, что все жилище, оно украшается вот таким вот орнаментом по всему периметру. И изнутри, И И посуда снаружи из попроще. бересты. Ага. И посуда вот. бересты. Насчет этой посуды, ну, с такой посудой она побольше. Невеста, опять-таки, несколько таких имеет с собой. Она туда в большие ложит свои шубы, а их у нее должно быть не менее 5-6. Вот Это мой клиент. Да. Мне она подошла. Вот. Представляете, и вот такая упаковочка, и там у нее и шапки, и... А вот узор. Ну, тут, оказывается, как сказать, чурон узоры, это не только для красоты, тут, оказывается, как письма тоже. Тут Все смысл имеет. да, имеет все смысл каждый узор. И оно изготовляется, допустим, для каждого случая. Допустим, это может быть свадьба, может быть, это исых, там встреча родовыли, что ли. И оно начинается здесь дебо, вот они вот поются, да? Горловое пение, вот дебо, вот это вот. А потом вот будьте вы там изобильны, будьте там богаты, и все вот это. Как письмо. Вот такие вот вещи. Ну вот единственное уникальное у нас, да, у нас береста шьет книги единственные, конским волком. Никакого клея, это все для молочных продуктов, для молока, для масла и все. Это, да, Это ведерко, это на все них воду прошито. носили раньше тоже. Вот прошито все этим самоконским волком. Так что у нас уникальные береста. Вот даже Уникальные, вплоть до да. ручки все Ага, из конского волоса. Никакого И оно клея. выдерживает и Да, воду, и да. все на него. И молоко, и все. Ну вот такая. А вот это вот самое вот, что говорили вот про куртку. На праздник раздевали коня вовсю. И узда, и все с бисером, все с Сейчас традиции возрождаются уже. А это у нас Мгм. как попона. Попон. А это как попона, а это вот сбоку покрывает бока, Праздничное кычим пространство. называется. А это уже на седло. Мгм. Да. Вот На такой комплект седло? обязательно. Ага. Да, на седло. Ага. А сверху садится Садится. наездник? Да. наездник садится. Ага, прошу. Мгм. Так. Так, вот это у нас. Тут у нас мы собираем коллекцию нашей якутской невесты. Это уже 19 век. А это, Собираем, ага. это шуба в огнях. Мы ее нашли в фонде краеведческого музея. Оно уже как бы у нас законсервировано. Все измерили, посмотрели и реплику сделали. Так, какая надо? Реплику точную. Да, реплика. Ну, материалы, конечно, у нас уже не те, конечно, как раньше чем у были. них отличалось? А у них была своя мануфактура. совсем Нет, другая. вот это вот мы положим, но мех А. все равно вот ой, Да, меха-то, конечно, те же самые. Но, может быть, у них бляшках разные, опять-таки бусы немножко другие. Ну, что-то все равно другое. А так оно почти копия. Вот изнутри она вся одевается методом белки. Белки. Это надо, конечно, показывать Ага. везде. Снаружи у нас идет медбобры, а тут окантовка идет, ага, нет, это или рысь, или же лиса степная, светлая. Ага, вот так. Корсак, Ага. лиса, корсак. Корсак. Ага. Так. Сейчас Ну, украшения из серебра у нее должны быть все в комплекте. Значит, передние украшения, сзади спины называется. Горло это вот называется. У нее серебряный наборный пояс еще. Ой, говорят, около 30 килограммов. 30 килограммов. Она очень тяжелая. Вот.
И вот это, такие вот украшения. Это серебряных дел мастера. Ага. В боковые эти украшения входят у нее календарь, кресало, капоушка. Ага. И даже, даже пинцетик у нее. Тут игольница. Игольница, Ага. иголку с собой. Да, вот все эти вещи. Все И мастера все это и- делается из серебра. И очень богатая. А вот это вот зачем? А это грудь, да, это грудь, это как бы защитное свойство обереги как бы. Это обязательно чакру закрывает, вот эту вот переднюю. И спине там тоже есть. И в принципе это вот пришло, видимо, от как бы вначале как защитное, как доспех может быть, от стрел, а потом это, Ну, имеется это в виду же надежда. стрелы из глаза, Надежда. допустим. А. Ага. Понимаете, да? Ага. Вот. Да. И вот такие вот украшения, серебра, сколько вот много, сколько всем богато, родня, вот все на нее навешивали. Очки Есть- зимние. Да. Это снежные. Снежные. Это на кухне. А где дырочки? Вон, а вот это вот такая вот дырочка. Ага. А в ней хорошо. Потому что очень... А, да, это да, вот да, что да. светлое, это дырочки. Да, да, вон. Мгм. А это тоже оберег. Металл к носу кожи не прирастал, не прилипал. Нет. Ну это по весне уже не прилипает. Когда сильно яркое У нас солнце, очень когда яркое снег солнце. уже Вот я знаю, ослепительно. да, и плюс И еще. поэтому наши предки придумали снежные очки. Ну, серебро, оно у нас самый, как бы, дорогой металл считался. Золото как-то, оно у нас не выдавало совершенно, почти, да, можно да, сказать. Использовали медь или латунь, если хотели золотого цвета что-то. А в основном у нас идет серебро. Изготовлялось из серебра и посуда, и украшения. Ну, в принципе, почти все. И Это, богатство... наверное, для богатых. Да, да, и богатство оценивалось именно количеством всего этого того, что вот на невесту надели. Она это все с С собой детства, всегда с носит? Да, детства они она- вот это приданные. Ага. Она, Как родилась девочка. ну, вот там это целый ритуал одевания Целый ритуал. невесты. Там все это одевают, все под песню, под эти. прощание с домом, Ага, с родными. Ну, В общем, там целая церемония, потом целый ритуал. Целый ритуал. Напоследок жених подходит к ней, заходит в избу, да, и это протягивает свой кнут. Это кнут. Это кнут. И она Протягивает что, кнут, берет? она берет этот кнут. Нет, она за кнут нет, не что пили, а это все связано все с культом коня просто. И она